Это новости экономики в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Компания «Аэрофлот» с 1 января 2020 года вводит топливный сбор на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока в классах «Комфорт» и «Бизнес». Сбор на полет в «Комфорт-классе» в цене одного билета составит 6400 рублей, в «Бизнесе» 8400 рублей. С пассажиров эконом-класса топливный сбор, как и прежде, взиматься не будет. Отметим, что авиакомпания выполняет регулярные рейсы из Москвы в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Масштабная газификация восточной части России, связанная с вводом в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири», не приведет к будущему дефициту газа. Так считают ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука. По прогнозу ученых, в 2020-х и 2030-х годах будет возможно поддерживать добычу природного и попутного нефтяного газа на территории Восточной Сибири и Якутии на уровне 75 миллиардов кубометров в год, а в перспективе довести ее и до 100 миллиардов кубометров. Продолжение темы, точные сроки запуска газопроводов «Турецкий поток» и «Сила Сибири» пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, планирует ли Владимир Путин лично принять участие в запуске этих газопроводов. Ранее сообщалось, что «Газпром» и Китай согласовали дату торжественного запуска газопровода «Сила Сибири», по которому начнутся поставки российского газа в Китай на 2 декабря. Отметим, что изначально запуск газопровода планировался на 20 декабря. Более 100 жителей Якутии могут получить работу в управлении аварийно-восстановительных работ «Газпрома». Созданное в сентябре этого года в городе Нерюнгри управление «Газпром Трансгаз» Томск начнет работать 1 января 2020 года. Новый филиал создается для обеспечения надежной и безаварийной работы газотранспортной системы «Сила Сибири», выполнения плановых ремонтных и при необходимости аварийно-восстановительных работ на магистральном газопроводе. Основными сотрудниками будут монтажники наружных трубопроводов, электрогазосварщики, изолировщики, а также инженерно-технические работники. Компания уже начала подбор персонала, в основном из жителей Якутии. Акционеры «Алроса Нюрба» приняли решение о добровольной ликвидации компании. Ее ликвидируют не позднее 31 декабря 2020 года. Согласно сообщению компании, акционеры назначили ликвидационную комиссию, которая должна будет провести инвентаризацию имущества и обязательств, сверку расчетов с налоговыми органами, расчеты дебиторами и кредиторами, сформировать и вынести на утверждение собранием акционеров промежуточный ликвидационный баланс, подать документы для государственной регистрации ликвидации общества. Кроме того, комиссии поручено передачу «Алроса» прав пользования участками недр и осуществить необходимые действия по переоформлению лицензий «Алроса Нюрба». В частности, будут переданы права пользования на 2 приобретенных в 1997 году участка недр. Речь идет об Атуабинской и Нюрбинской трубках. Строительство второй очереди онкологического центра в Якутске ведется по плану без отклонения от сроков. На данный момент компания «Кинг-95», которая является генеральным подрядчиком объекта, установила все сваи и уложила цокольное перекрытие. До апреля следующего года объявлен технологический перерыв, далее подрядчик продолжит работу. По словам главы Якутии Айсена Николаева, проект онкоцентра нуждается в обновлении. Для этого необходимо вести тесную работу с онкологами республики. Онкологический центр с поликлиникой на 210 посещений, стационаром на 180 коек с радиологическим отделением и хозблоком возводится на улице Петра Алексеева в столице республики. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Что касается кардиологического диспансера, то он может принять первых пациентов уже в 2022 году. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по строительству второй очереди. Работы закончены на нулевом цикле и идет возведение первых 3-4 этажей здания нового центра. Напомню, что объект входит в программу развития центров экономического роста Дальнего Востока. На его возведение из федеральных средств было выделено около 4,5 миллиардов рублей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.